Как принято у оленеводов, встречают нас всей большой семьей. Старейшину этой семьи зовут Терентий Прокопьевич, и живет он со своей женой. Внуки и дети приезжают почти каждую неделю и помогают с оленями. Всего во владении Терентия Прокопьевича 8 палаток, по-нашему 8 комнат. Опа! Ну расскажите, что тут? Где тут такой большой? Вот здесь мы спим. Это спальня, это да? наша спальная палатка. Угу. И здесь окутаем столовой. А пойдемте заглянем в спальню-то. Любопытно же нам. Да. Что за хоромы? Там спим. Ага. И у нас вот эта рация. Угу. А запах такой-то вот на полу что лежит? Это телит эти ветки. Вообще классно пахнет. Земля. Ароматизаторы не нужны в комнате, такой запах. Я вам завидую. Пойдемте дальше. Все нормально. В баню идем, да? Баня. Ну, вообще шикарно. Шикарно живете. Часто в баню-то ходите? Неделю один раз. Неделю один раз. Это баня. Вот баня. Вот здесь затапливаем печку. А как моетесь? Вода нагревается? Вода нагревается. Все нагреваем. Потом моемся. Вот там пол. И свечка, да? Есть Подсвечка. это, вечером есть. А палатки-то у вас советские или нет? Не, они сейчас вообще старинные это. Старинные? Ну, с Советского Союза, да? Да, Советского. Сейчас нормальные не делают, да? Сейчас не делают. Поняли? Местные товаропроизводители. Ну, Нужны палатки. палатки нужны. Вот она, жизнь настоящего оленевода. А вообще, когда звери-то приходят, что страшно, да? Страшно, конечно, В стаде живут 200 оленей. Все они бродят по тайге. В загоне держат только прирученных к упряжке. Как полагается, это всегда дамы. Тяжелая у тебя доля, женщина-олень. Мужиков всю зиму таскаешь. Ну, да. Я тебя прекрасно понимаю, они, гады, только летом работают. Ничего. Будет и на нашей улице праздник. Да, монстр оленей! Хо-хо! Вот так управляйте, видите, наверх. Вот это сильнее. Короче, ничего не умею. Уху! Я назову тебя королева, моя хорошая. Хоть ты меня слушаешься. Уху! Опа, стоям. Тише! Господи! Зачем я согласилась на это? Нам удалось провести незабываемый день в тайге вместе с удивительной семьей.